Система развития спортивных клубов в Ингушетии стремительно развивается. Во всех турнирах, неважно какого уровня, международного или всероссийского, наши спортсмены безоговорочными победами подтверждают свой высокий уровень мастерства. Такие внушительные результаты, безусловно, даются благодаря упорным тренировкам. На часах 19:00 спортсмены бойцовского клуба «Панчер» начинает свой очередной тренировочный процесс. За очень короткий промежуток времени ребята из бойцовского клуба «Панчер» успели громко заявить о себе в мире смешанных единоборств. На последних соревнованиях по ММА, которые проходили в Москве, подопечные Ислама Хильгова завоевали свыше 20 медалей, 10 из которых золотые. Я в Москве дрался, международный турнир. Я провел 3 боя, 2 боя выиграл. И в финале отравился и проиграл, к сожалению. Я готовился 10 дней, и до этого, за 10 дней, стойка, апарта, хампатун, и вот результат. Первый поединок вообще Ахтова, соперник Халуар. Второй поединок соперника Вахка Ростова, уже, да, уже Халавар. Партия Халавар, стойка Халавар. 25 марта, иншаллах, Москва Халижитха, кандидат масс спорта, лучший спортовец. Сейчас готовить видео. Мы уже готовимся к этим соревнованиям в Москве. Последний соревнование турнир, Москве международный турнир. Шибой раз. Первый раунд авак раз, шала бой. По баллам корте алырсы. Недовеску латаурсы 77-84 халчуан. Я хочу чувствовать бацара. Тогда для чемпионата тренировок яру Ирин Сейрин Ирин قيدة أرن بيجي يخسرن وردا دايو لور тренировки. На это чувствую я лордхан. У меня было 3 поединка, достаточно сложные. И, как можно сказать, соперники тоже были очень хорошие. Первый бой у меня сложился как, чтобы мой соперник, как бы сказать, был базовый борец и, ну, как бы сказать, дрался в стойке. А второй поединок со мной дрался боец из Армении. Как бы сказать, с ним тоже так поработал в стойке. Да, очень обрадовался. Я хотел забрать этот пояс, и мысль была только одна – победить. Отдохнули 2 дня, и сегодня вышли на тренировку и готов к следующим соревнованиям. Сразу после выезда в Москву представитель бойцовского клуба «Панчер» принял участие во всероссийском турнире по смешанным боевым единоборствам в Ростове. Для некоторых спортсменов клуба соревнования стали дебютными, но несмотря на это, ребята из второго состава выступили не хуже своих более опытных одноклубников. 16 февраля мы ездили на официальный международный турнир, который проходил в Москве. Там я выставил свой основной состав. Это более кто тренировался, скажем так, 5 лет, 3 года, вот так вот. Сделали очень хороший результат. Мы там заняли 1 из первых, 6 вторых и 3 третьих. И турнир сам был битва за пояса в Колизее. Очень хороший, мощный турнир был. Участников было около 300 человек. По улице Учной мы показали очень хороший результат. Через неделю, как мы приехали, мы выехали в Ростов. На межрегиональный турнир был, открытый турнир. Туда я вывез свой второй состав. Это более, скажем так, новенькие. Это со второго моего клуба, селения Ангуш, там находится второй клуб.
Оттуда я ребят сделал, это Тачиева, Гуражева и Чаниева. И вот с этого клуба я повез сюда 20 человек. Стали 10 первых, 7 вторых и 4 третьих. Для начала они все, вот эти люди, они выехали первый раз. И вот сказать так, для начала это очень хороший результат. Здесь пацаны не растерялись и хорошо показали себя. Такое успешное выступление и внушительные результаты для клуба стали уже доброй традицией. Участие в соревнованиях – это еще и прекрасная возможность получить бесценный опыт. Впереди новые турниры, поэтому и тренироваться нужно усиленно. После возвращения в родную республику и нескольких дней отдыха ребята начали подготовку к новым вызовам. Последний турнир в Москве они с Самбета Кичес поединок России. Первый суд аватар представитель Москвы, еще аватар представитель Армении, Коай, Виуай, Шираск был местный. Игорь Ха, четвертый бой. Соперник подготовленный. Борьба уже. Пока тренировок нормально дают, тренировок, сразу туда уже тренировок, дают. Когда вот происходит тренировок, понедельник стойка, вторник борьба, среду кроссу, четверг борьба, пятницу стойку. 5 раз в неделю бойцы клуба «Панчер» оттачивают все нужные аспекты в смешанных единоборствах. На этой же тренировке бойцы заняты отработкой стойки. 15 периодов по 5 минут спортсмены показывают весь свой арсенал технико-тактических действий. Вот сейчас стали стойку, хожу. Лево дергаете в живот, раз, бог-бош. Одновременно, обоюдно, лево, бог-бош. Он стреляет, двоечку, харцу, вот лево принимаете, вот, раз, или оттягиваете назад, ату, вот. Раз, провалите вправо, атухай, вот. С настречной на левую сбоку ловим, сразу, хожу, раз, и вот. Раз, два, и с ноги сразу работай. Кетер еще. Давай, работаем. Давай, сых, дай его. Давай. Сегодня мы работаем по ударной части, как вы сейчас видите. А так, в понедельник у нас ударка, вторник борьба, в среду кроссфит, в четверг борьба и в пятницу мы переходим в смешанный и стойку работаем. Стойка, скажем так, если сказать как есть, вот именно в смешанный единоборстве там идет процентов 85, это борьба идет. Но у кого как получается. Вот бывают бойцы, что у него стойки, он все бои проводит стойки, старается, переводит даже стойку. Некоторые в борьбе лучше ухватывают. Вот, кому как подходит это все, скажем так. Вот. А сегодня, как я сказал, у нас вот стойка, мы работаем раундов 15-20, мы отрабатываем удары, потом начинаются вольные бои.
И после этого у нас как бы концовка бывает. Насчет функционала, как я вот уверен на 100%, у них очень хорошая, потому что я готовлю именно, чтобы они не уставали, чтобы они были уже, скажем так, заряжены. Каждый из ребят старается отдать все силы во время тренировочного процесса и доказать наставнику, что готов достойно представить свой клуб и республику в турнирах самого высокого уровня. Желающих тренироваться в бойцовском клубе «Панчо» хоть отбавляй. Каждый день в зал приходят все больше молодых ребят, которые хотят добиться таких же результатов, как Моусар Евлоев, Букар Местоев, Хамза Далгиев и многие другие успешные бойцы. Я тренируюсь уже почти год. Этот спорт я прошел сам. Увлек меня отец. Смотрел разные видео. Привел этот вид спорта меня. У меня в неделю 4 тренировки бывают. Я тренируюсь в пригородном районе села Ангушт. Я сюда приезжаю иногда для того, чтобы лучше тренировок делать. Этот год я впервые ММА поехал в соревнования города Ростова-на-Дону. Там я одержал первое место. Соперники были сложные, но по моему опыту я был их сильнее их. У меня был один поединок в финале. И соперник был довольно опытный и сложный. Я над ним отвечал победу из-за того, что из-за поддержки моей команды и тренера, и из-за моей силы. В ближайшее время, через месяц, говорят, в Абхазии у нас сборы будут. Иншаллах. Тренировки у нас бывают 3 часа. Довольно различные. Иногда бывают ОФП, спарринги, борьба, показывают различные приемы и так далее. Учат один словом ММА. Помимо бойцов основного состава клуба здесь также тренируются ребята, которые только начинают свои первые шаги в смешанных единоборствах. Во время тренировочного процесса Ислам Хильков старается уделять внимание каждому бойцу и, конечно же, передать свой опыт. Значит, вот так, полный готов. Давай, левый раз,
правый 2. Вот так. Хамза, давай сейчас ты руки подними. Вот так, вот так. На меня смотри. Вот так, давай. Левый раз. Это бей рукой, это. Левый раз. Так, бей. Раз и правый 2. 2, вот так. Вот так, становись обратно стойку. Вот так. Давай. Раз, два, бей. Бей. Этой рукой, всегда этой рукой первый бей. Давай, бол, бей. Раз, два, три, бей, бол. Раз, два, три. Кулька класса. Раз, подбирай. Право до конца, право до конца. А ты где ходишь, как хабит ишь. Вот так. Не, как просто. Вот. И отсюда боковой сразу. Раз, локоть выше. Уза, хат маках. Давай. ММА с каждым днем набирает все большую популярность среди молодежи. Бойцовские залы республики переполнены желающими добиться высоких результатов и стать чемпионами различных промоушенов.